Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 23 октября. Этот день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня в России отмечается День работников рекламы, с чем мы поздравляем всех их, в том числе и наших коллег на телевидении и радио. Отмечать праздник рекламщики будут, кстати, уже в 25-й раз. Но расскажем мы вам сегодня не только об этом, а вот еще о чем. Буйство красок и последние солнечные дни. Самое время сходить на фотосессию. Без рецепта. Гимнастика для отличной работы кишечника. Приятного аппетита! Готовим сладкий омлет с сыром. Октябрь через неделю закончится. Он порадовал нас теплыми днями и яркими красками парков и скверов. Впереди так называемые сумерки года, самый темный и ненастный месяц осени – ноябрь. Поэтому спешите проводить золотую осень. Устройте фотосессию, а мы расскажем вам о том, как провести ее правильно. Осень – это волшебное время ярких красок, открывающее широкие возможности для фотографов. Солнце уже не настолько яркое, а потому свет на улице мягкий, приятный. Он не образовывает резких и глубоких теней на лицах. Минус – осенняя погода может быть совершенно бессолнечной и даже дождливой. Фотосессии снимать осенью лучше на улице, не в студии. Сейчас у нас в Казани очень много улиц красивых, парков, где можно сделать красивые кадры. Дождь ни в коем случае не может испортить вашу съемку, потому что серые тона может разбавить, например, цветной зонтик. Если у вас съемка с ребенком, то можно снять крупные планы, как ребенок шлепает, например, по лужам, да. Если же с погодой все-таки повезло, я советую снимать осень в сезон бабьего лета, когда сухо, солнечно. Создать образ помогут теплые вязаные свитера, красивые шарфики. Одежду лучше всего использовать мягкую, из теплых тканей – бархата, вельвета, шерсти. Откажитесь от ярких цветов и оттенков, а также одежды с орнаментом. Это будет отвлекать от осенних красок. Лучше использовать однотонные вещи. А сочетание теплой одежды и теплых оттенков осенних листьев сделает снимок невероятно теплым, даже если в день фотосета на улице было прохладно. Кроме вопроса, что надеть, решите, как вы будете выглядеть в кадре. Все мы разные, а значит и ракурс нужно выбрать подходящий. А если в съемке участвуют дети, детей очень сложно фотографировать, они не слушаются, как взрослые модели, не говорят, не реагируют, когда говоришь «посмотри на меня». Есть такой возраст детей. Тогда в этом случае фотографии хорошо получатся, если они будут настоящие, не постановочные, а просто, например, посадить ребенка на плед, дать ему эти же листочки яркие, чтобы он там посмотрел, может быть, с мамой посидел. И в это время, чтобы фотограф поймал какие-то живые, настоящие кадры, не постановочные. А если вы немножко такая девушка в теле, попросите фотографа не снимать вас снизу, потому что это увеличит вас больше. Немаловажную роль играют аксессуары для фотосессии. Выбор их как раз будет зависеть от локации съемки. Если в день съемки вдруг зарядил дождь, не стоит от него прятаться. Подчеркнуть это явление природы поможет зонт. А атмосферу пикника создаст плед. Лучше всего клетчатый. Возьмите с собой не бутафорные, а настоящие бутерброды, фрукты, а также термос с чаем или какао. Это не только сделает сессию естественной, но и позволит вам перекусить во время нее. Продумывайте каждую мелочь, и ваша фотосъемка станет эксклюзивной и уж точно оригинальнее губок, бантиков и обнимашек с деревом.
Ну что ж, осень, пожалуй, на самом деле самое яркое время года. Ну да, Не зря да, ее да. называют золотой. А вот чем еще заняться осенью? Например, посетить концерты классической музыки. У нас в студии Лада Лабзина, заместитель директора по концертной деятельности Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ладно, Владимировна, вот мы знаем то, что БКЗ встречает новый сезон абонементом «Органное королевство». Вот расскажите об этом. Действительно, но это в этом году не органное королевство, а сказки органного королевства, потому что форма сказки дает нам возможность, особенно для самых маленьких слушателей, в увлекательной и сказочной форме рассказать о истории инструмента, истории музыкальной культуры и о многих, так сказать, произведениях разных эпох и жанров. И надо сказать, что этому абонементу, это самый, ну, если так можно сказать, старый абонемент в Большом концертном зале, он в этом году уже 14-й год, 14-й сезон, и он любим нашими слушателями, и делается он с видеорядом, с видеопроекциями, для того, чтобы было, еще раз Интересно повторяю, и зрелищно. зрелищно, особенно для самых маленьких слушателей. Много объясняется, и, так сказать, это действительно просветительский абонемент. Ну вот, кстати, кроме этого детского абонемента, ведь есть еще какие-то варианты, да? Есть еще какие-то другие Есть, программы. совершенно верно. Для всей семьи мы не говорим, что это детский абонемент, потому что, я еще раз повторяю, информация и музыкальная информация, а самое главное, почему просветительский? Там и есть рассказ ведущий, есть специальный сценарий, готовится для каждого концерта. Значит, это еще новый абонемент в этом году, это «Детский мир». У которого есть подназвание для детей, которые станут взрослыми, и для взрослых, которые были детьми. Совершенно верно, да. И здесь 3 концерта в этом абонементе. И первый концерт будет рассказывать о музыке Петра Ильича Чайковского, о детском альбоме, а вернее о детском мире маленького человечка, скажем так, конца 19 столетия. Как жил этот день, свой день проводил маленький ребенок того времени. И, соответственно, вся та музыка... Ну уж без телевизора точно и без компьютера. Да, совершенно верно. С игрушками, в молитве, и с музыкой, с рассказами своего дяди, потому что Петр Ильич Чайковский, он посвятил это сочинение своим племянникам, вот, о его путешествиях, с рассказами о путешествиях и так далее, и так далее. Так, ну вот культурная составляющая, это важно, это интересно, и это более-менее понятно. Теперь давайте поговорим про организационные моменты. Сколько по времени длится концерт? Потому что дети разные, Совершенно дети верно. неусидчивые в основном. Ну, мы готовим концерты минимум 60 минут, это час, а иногда это 70-75 минут. Вот по вашим наблюдениям, детям комфортно 60-70 минут? Не устают ли они? Да. Вы знаете, ну, когда совсем есть ведь родители, мы пишем на афишах 6+. Но на самом деле родители, если вот они считают, что их ребенок уже, вот он готов, он более интеллектуально развит, и ему уже нужно слушать классическую музыку, а приводят и в 3 года, и в 4, да, а мы спокойно совершенно, и я знаю, что исполнители на сцене абсолютно спокойно относятся, если вдруг маленьких детей выводят, ну, бывает так, это жизнь, им нужно выйти в туалетную комнату и так далее. Это совершенно нормально. И дети, некоторые, знаете, абсолютно естественно переживают, если музыка им нравится, и они услышали танцевальные интонации, они начинают просто танцевать в проходах концертного зала. Это абсолютно естественно для такого концерта. Это концерты, они семейные, они домашние, они камерные. И я еще повторяю, там эту камерную интонацию еще дает ведущий, который рассказывает подробно о музыке. То есть они получают информацию и музыкальную, и просветительскую. Ну, давайте в завершении разговора мы сделаем такой небольшой итог и обратим внимание родителей вот на какой момент. Насколько важно детям слушать классическую музыку? Архиважно. Потому что это гармоничное, это, я уж не говорю то, что интеллектуальное развитие, это гармоничное духовное развитие ребенка. Это очень важно, это большая составляющая в жизни человека. Доказано, что и дети, я сейчас просто приведу пример, что дети, которые занимаются с детства на музыкальных инструментах, а это мелкие движения пальчиков, интеллект этого ребенка, он гораздо развитее и гармоничнее.
Извините, но Как это видно, так. Нет, я просто сама закончила по классу фортепиано, поэтому Очень рада. гармоничная интеллектуальная личность сижу. И скромная, что И самое главное. скромная. Спасибо большое. Спасибо. Мы желаем вам удачи, желаем, чтобы концерты проходили на ура, и дети, как вы и сказали, танцевали в проходе. И наслаждались и развивались одновременно. Спасибо большое. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. И снова здравствуйте, продолжаем программу. Настало время для астропрогноза. Итак, овны, звезды сегодня покровительствуют творческой работе. Во второй половине суток вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранять внутреннее равновесие и гармонию. Тельцы, сегодня избегайте выяснения отношений с самыми близкими людьми. Иначе конфликт, зарожденный сегодня, не разрешится еще очень долго. Близнецы – день исправления старых ошибок. Женщины-близнецы должны внимательнее присмотреться к своим вторым половинкам, поскольку существующие иллюзии могут повлечь за собой неожиданные проблемы. Раки. Этот день благоприятен для решения проблем в личной жизни. Но не забывайте, что прежде чем принять окончательное решение, необходимо взвесить все «за» и «против». Лев, для вас хороший день. Женщины, представительницы этого знака, могут получить знак внимания от мужа или близкого друга, что неожиданно от мужа, правда? Да. Сегодня у вас праздник. Они также окажутся в центре внимания друзей и коллег. Девы. Время заняться накопившимися делами, обратить внимание на бюджет. Вам нужно тщательнее контролировать свои расходы, потому что впереди большие материальные траты. Ну а мы продолжаем, и время завтракать в нашей программе. Все знают, что яйца – это быстрый, простой и полезный завтрак. Но что делать, если яичница, омлет или глазунья порядком надоели? У нас есть решение. Сегодня мы приготовим сладкий омлет с бананом и сыром. Смешиваем 2 яйца и 100 мл молока. Взбиваем с помощью вилки или венчика. Выливаем на сковородку и закрываем крышкой. На одну часть омлета выкладываем бананы и сыр. Складываем омлет пополам и опять накрываем крышкой на 1 минуту. По желанию можете добавить джем, корицу или кунжут. Не пугайтесь, сочетание хоть и странное, но получается очень вкусно. Такой завтрак зарядит вас энергией и хорошим настроением на весь день. Питайтесь правильно и будьте в форме. Будьте в форме и будьте красивы. Между прочим, каждый день у человека выпадает от 60 до 100 волос. И это норма. Но беспокоиться стоит, если каждое утро на вашей подушке оказывается целые пряди, и впереди не видно, что называется невооруженным глазом. Сегодня в рубрике «В стиле» говорим о том, как ухаживать за кожей головы, в том числе и для того, чтобы волосы не выпадали. Красивые и здоровые волосы – мечта каждой девушки. Но стараясь дать максимум ухода своим локонам, мы часто забываем, что для того, чтобы волосы были здоровыми, шелковистыми и быстро росли, необходимо также ухаживать за кожей головы. В сегодняшнем ролике мы покажем вам 2 рецепта скрабов как раз для такого ухода. Когда мы пользуемся разнообразными средствами, шампунями, бальзамами, масками, небольшое их количество остается на коже и волосах. Из-за этого ухудшается доступ кислорода к волосам. Они слабеют, могут начать выпадать, тускнеть и быстро жирнеть. Все это говорит о том, что пользоваться скрабом для головы просто необходимо. Первый рецепт, который мы вам предлагаем, очень простой. Возьмите морскую соль без красителей и отдушек, измельчите ее до самых мелких крупинок и смешайте с водой до образования кашицы. Массируйте этой смесью кожу головы 5-10 минут. Затем смойте и приступите к своему обычному уходу. Скрабирование помогает удалить излишки кожного сала, улучшает кожное дыхание и способствует лучшему впитыванию всех косметических средств. Второй рецепт. Возьмите примерно 50-60 грамм голубой глины, залейте 4 столовыми ложками настоя аира, затем добавьте остальные компоненты. Если у вас очень мелкая соль, добавляйте ее в последнюю очередь. Смойте большим количеством воды и приступайте к своему обычному уходу. При жирных волосах скраб стоит применять не чаще, чем 1 раз в неделю, а при сухих не чаще 1 раза в 2 недели. Стоит воздержаться от процедуры при очень чувствительной и склонной к аллергии кожи, а также при наличии мелких ранок, трещин и расчесов. Ну и мы продолжаем
давать полезные советы. Любопытное исследование провели ученые из университета Джеймса Кука в Австралии. Они исследовали жителей 2 небольших островов Торресового пролива. На одном из них люди ели современный фастфуд, на другом питались традиционно рыбой и морепродуктами. У 19 из исследуемых случился эпизод депрессии средней или тяжелой степени. Из них 16 жили на том острове, где был фастфуд, и лишь 3 на соседнем. Как отметили авторы эксперимента, в западном рационе содержится много полинасыщенных жирных кислот, вызывающих грусть и тоску, но их практически нет в продуктах, которые дает море. Фастфуд провоцирует не только депрессию, но и проблемы с пищеварением. Как поможет справиться с ними гимнастика? Смотрите в следующем сюжете. Задержавшиеся в кишечнике остатки переваренной пищи отравляют организм токсинами, вызывают головную боль, бессонницу и состояние тревожности. Единичный случай запора не так страшен, но если он приобретает хронический характер, надо срочно принимать меры. Первое – это употребление жидкости. Прием воды не менее 1,5–2 литров в день. Это поможет размягчить стул. Второе – это перейти на дробное питание, то есть питаться по 5-6 раз в день малыми порциями. Каждый день фрукты, овощи свежие. Стараться готовить каждый день салаты из свежих отварных овощей, заправляя их нерафинированным растительным маслом. Оно служит как смазка и облегчает акт дефекации. Больше употреблять клетчатку, хлеб с отрубями. И каждый день перед сном употреблять стакан кефира. При уже стойких запорах обязательно нужно обратиться к гастроэнтерологу. Ленивый кишечник можно стимулировать при помощи физических упражнений. Упражнение 1. Исходное положение лежа на спине. Чуть присогните ноги в коленях. Делайте ногами движения, имитирующие езду на велосипеде. Повторите 30 раз. Упражнение 2. Исходное положение лежа на спине. Согнутые в коленях ноги притяните руками к животу. Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз. Упражнение 3. Лежа на спине. Поднимите одновременно обе ноги. Постарайтесь закинуть их за голову. 10-15 повторений. Упражнение 4. Лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Сводите и разводите колени. 15-20 раз. Упражнение 5. Стоя на коленях, опираясь вытянутыми руками на пол. Позвоночник параллельно полу. Поднимайте согнутую в колени левую ногу, затем правую. Повторите 10 раз для каждой ноги. Упражнение 6. Исходное положение стоя на коленях. Наберите воздух через рот, на выдохе прогните поясницу вниз и расслабьте живот. Немного задержитесь в этой позе. Вернитесь в исходное положение. Наберите воздух через рот и на выдохе втяните живот и прогните спину вверх домиком, как ощетинившаяся кошка. Упражнение 7. Стоя, руки вдоль туловища. Сделайте глубокий выдох, втягивайте и вытягивайте живот. Повторите 5-8 раз. Это упражнение отлично массирует внутренние органы, улучшает моторику кишечника. Упражнение 8. Закончите комплекс ходьбой на месте с высоким подниманием колен. 2-3 минуты. Упражнение 9. Лягте на спину, расслабьтесь. Положите правую руку на живот и делайте круговые поглаживания по часовой стрелке. Поглаживания должны быть достаточно мягкими, без резких движений и надавливаний. Упражнение 10. Лежа на спине, массируйте свод стопы, активно разминая и разглаживая его. Для этого можно использовать ручной массажер. Ну и продолжаем медицинскую тему. У нас в гостях Булат Ильясович Нуриев, врач-гинеколог, хирург, заведующий отделением хирургии клиники Нуриевых, и Ислам Мубаризович Ибрагимов, врач-репродуктолог, хирург. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Клиника Нуриевых известна тем, что помогает в лечении бесплодия и ведении беременности. Как в этом помогает хирургия? К сожалению, не все проблемы бесплодия можно лечить с помощью таблеток или уколов. Иногда требуется хирургическое вмешательство тоже. В 35% случаев причиной бесплодия являются маточные трубы именно. Если в трубах гидросальпингс, это патология, когда труба закуплена рядом с яичником, и в них накапливается жидкость. Эта жидкость все время течет в полость матки, и оттуда смывает эмбрион
если эмбрион с помощью ЭКО перенесли или другая рабочая труба, благодаря другой рабочей трубе эмбрион попал в полость матки, такая жидкость смывает эмбрион, не дает прикреплений. Даже если эмбрион успел прикрепиться, эта жидкость может привести к замершей беременности или поздним выкидышам. И удаляя такие трубы, мы, во-первых, увеличиваем шанс на вступление беременности на ЭКО, во-вторых, уменьшаем риски самой беременности. То есть беременность протекает более благополучно. Вот мы затронули тему ЭКО. А после хирургического вмешательства вообще можно ли забеременеть естественным путем? Конечно, это возможно. Я бы сказал, это всегда в приоритете. У нас часто идет путаница понятий. Есть для нас суррогатные точки, есть истинная цель. Суррогатная точка – это наступление беременности, да, это... Но это крайний, наверное, вариант, когда уже вот все использованы другие шансы. Ну, бывают такие случаи, когда пациентка приходит с слезами на глазах на прием, у нее там большие миомы, сказали, что нужно удалить матку, то есть никогда пациентка не забеременеет самостоятельно, и она тревогой смотрит, думая, что очередной врач-хирург скажет то же самое. Мы объясняем, что нет, мы удаляем такие миомы, причем часто мы удаляем большие миомы с помощью именно лапароскопическим путем, то есть делая маленькие отверстия, и после этого, когда идет выжидательная тактика 6 месяцев, пациентка уже может самостоятельно беременность пробовать. Такие случаи бывают? Конечно, часто бывают такие случаи. Это радует. Хорошо, Булат, в основном вы лечите бесплодие, но это единственный основной профиль или есть еще какие-то другие варианты операции? Нет, конечно, нет. Хирургическая гинекология занимается не только лечением бесплодия. Мы помогаем женщинам с болевым синдромом, потому что часто некоторые патологии может приводить к тяжелым болям. Также мы спасаем женщин от патологии, которая в будущем может превратиться в рак. И есть такая большая проблема, о которой мало кто говорит, называется она урогинекология. Это связано с выпадением половых органов и с недержанием мочи. Об этом не принято на стороне говорить, но, к сожалению, эта проблема касается огромного количества женщин. Вот, и на сегодня хирургия может значительно улучшить качество жизни и таких пациентов. Вот операция, ну, это ответственный шаг, и многие вот, ну, просто панически боятся. Вот как им перестать бояться? Ну, бояться операции – это абсолютно нормально. Да? Я, например, боюсь даже зуб тебе удалить, это неприятно, понятное дело. Нужно обязательно познакомиться с вашим врачом. Возможно, нужно несколько раз прийти к вашему доктору, пообщаться с ним, довериться, потому что очень важен психологический контакт между пациентом и врачом. Если у вас есть какие-то страхи, лучше их озвучить, потому что врач в этом случае может эти страхи развеять, объяснить, как это происходит все на самом деле. В интернете много всего написано, да, лучше туда не лезть. Но если вы прочитали, лучше врачу озвучить. Ну и главное доверять доктору, наверное, вот, все верно. установить контакт такой. Ну и доктор, в свою очередь, должен быть профессионалом. Конечно. Джентльмены, поделитесь, пожалуйста, своими профессиональными секретами какими-то. Что должен уметь современный врач? Посмотрите, есть несколько факторов, которые должен присутствовать в современном враче-хирурге. Я озвучу два из них, важных для меня. Во-первых, врач должен посмотреть на ситуацию со всех сторон. То есть он не только должен быть хирургом, он должен быть и репродуктологом отчасти, и гинекологом. Не так, что я отрезал, и все, я сделал свое дело. Универсал такой. Да, да. И второй момент, врач должен всегда посмотреть в более долгосрочной перспективе, а не так, что сегодня я что-то сделал, и сегодня увидел эффект. Он должен понимать, что если он, например, отрезал яичники, это у пациентки вся жизнь впереди, и дальше он может решать таким образом женщину иметь своих детей генетически, и он должен вот в долгосрочной перспективе видеть процесс. Булат, ваши какие-то мысли самые главные? Ну, я считаю, что сегодня врач обязательно должен заниматься самообразованием, и ключ к самообразованию – это английский язык, потому что вся передовая литература, наука публикуется именно на английском. И без него, к сожалению, очень сложно получить доступ к этой информации. Очень сложно перенимать мировой опыт, если ты не знаешь этого языка. Вот. Большинство клиник на данный момент мировых лидеров ввели в хирургию чуть ли не в амбулаторную услугу, то есть это все можно выполнить за один день. Врачи 21 века у нас были в студии. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо за просвещение. Мы продолжим нашу программу. Дальше мы узнаем, что есть сегодня интересного на телеканале ТНВ. Все успели. Прививки сделали и перед отъездом зашли папу проведать. Вот, познакомься. Это моя жена, Надя. А это наши дети. Сгош и Катя. Очень приятно, Ксюша.
Ксюша идет к Хасану и случайно встречается с его женой и детьми. С Леной начинают случаться странные вещи. В ее постели появляется кровавая надпись. Ясмин, смотрите в 9:00. Люди села, проблемы сельского хозяйства и их решения. Работа на земле ответственная и серьезная. В этой программе машины вместо людей, как сейчас убирают урожай капусты. Дело жизни, фермерский бизнес и его перспективы. Родная земля сегодня в 10:50 на ТНВ. Успение Пресвятой Богородицы – великий праздник христианского мира. Как изображали его иконописцы в древности и какие иконы с этим сюжетом хранят соборы Свияжска. Путь смотрите сегодня на ТНВ. Теперь главные новости Татарстана можно узнать раньше новостного эфира. Подписывайтесь на наш новый News Instagram-канал. Актуальная информационная картина дня на страницах сообщества ТНВ в Инстаграм и ВКонтакте. Добро пожаловать. Мы тут в начале программы говорили, что сегодня день рекламщика, поэтому сейчас будет подарок для всех наших коллег. Дорогие рекламщики, следующие несколько минут специально для вас. Как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. Вот совсем недавно мы разговаривали со взрослыми экспертами, профессионалами. Теперь настало время дать слово нашим маленьким экспертам. Зачем нужно рисование? Об этом они расскажут сами. Мы умеем рисовать. Я умею рисовать цветочки, ягодки, груши, домики, клубнички, груши, яблоки. А мама умеет рисовать домик, ягодки, клубничку, яблоко, грушу. Меня и себя. Или папа умеет рисовать, я не знаю. Надо его проверить. Если он рисует коряку-баряку, значит, он не умеет рисовать. А если нарисует домик, то он, значит, умеет рисовать. Рисовать можно только на бумаге, на картоне, на заборе и на асфальте. На заборе можно только рисовать красками. А на асфальте мелом. А если карандашом рисовать на асфальте, то они сломаются. Если ворота открыты, рисовать нельзя мелами. А то сына людей сбьет. Я люблю рисовать танки фломастерами, потому что я мальчик. Рисовать нужно на листочках и на подарочных коробочках. Их нужно дарить бабушке, дедушке, маме и папе. Если подарить коробку не раскрашенную, то она будет некрасивой. А если нарисовать там кошечку, узоры или жирафа, или льва, то она будет красивой. Кто умеет рисовать, того все любят. Рисовать нужно, чтобы сделать открытку или рисунок. Но у одних получаются колябушки-балябушки, а у других хорошо. Чтобы научиться рисовать, нужно ходить в школу 100 раз, и получатся шедевры. Вот я тоже умею рисовать. Ну, правда, на ногтях. Ну, давай. Красиво. Раз так хочешь, давай про ногти поговорим. Шедеврально. То ли действительно новый тренд в маникюре, то ли шутка, но интернет полнится вот такими фотографиями. Непонятно, как его обладательницы справляются с обычными бытовыми задачами. Ну, кто как. Вот, например, светская львица, писательница и по совместительству любительница вот таких экстравагантных ногтей Лена Ленина имеет специальную ассистентку, задача которой делать лишь те дела, которые Лена не может выполнять, видите ли, вот из-за ногтей. Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей. Да. Ну, кстати, тему красоты мы сейчас и продолжим. Внимание. Каждой девушке знакома ситуация, когда собраться куда-либо нужно очень быстро.
В сегодняшнем ролике мы покажем несколько экспресс-рецептов по уходу за собой, как раз для таких случаев. Быстрый душ – лучший вариант, когда время поджимает. А для того, чтобы ваши ножки выглядели идеально, советуем использовать крем с мерцающими частицами. Натуральный привлекательный блеск обеспечен. Красный прыщик поможет скрыть таблетка аспирина. Для этого растворяем ее в капле воды, буквально четверть чайной ложки, и получившуюся смесь наносим на проблемную зону минут на 10. Уже через 30-40 минут он станет менее заметным. Впоследствии с помощью макияжа можно будет скрыть его полностью. Если вы провели весь день на каблуках, а без шпилек вечером не обойтись, снимите усталость с помощью прохладной ванночки с морской солью и легкого массажа с использованием крема с охлаждающим эффектом от стоп до коленей. Какое же свидание без поцелуев? Позаботьтесь о том, чтобы ваши губы были идеально гладкими и мягкими. В этом вам поможет быстрый массаж губ зубной щеткой с использованием кокосового или оливкового масла. Да, ну сложно сказать, конечно, что эта девушка куда-то торопится. Да, да. Ну, с другой стороны, мы не знаем, как она собирается в Мужчины остальные дни. ворчать сейчас будут. Ой, это... Давай не начинать, это не надо. Давай лучше продолжим тему красоты и маникюра. Да, рейтинг самых счастливых профессий обнародован не так давно в сети. Первое место по счастью на рабочем месте. У кого бы вы думали? У нас, конечно. А потом? А потом у мастера по маникюру. Записывайтесь на ноготочки. Также в первую четверку вошли профессии священника, парикмахера и шеф-повара. Но у нас сейчас тоже рассказ о счастливом человеке. А кто он по профессии? Ну, смотрите сами. Сегодня я хочу рассказать о человеке с большим и добрым сердцем. Рустам Ильич Хасанов окончил Казанский химико-технологический институт и пошел работать в органы внутренних дел. Там он проработал 6 лет. Конечно, работа такая, она достаточно сложная. Так что там и требования высокие, и это. Утром уходит, жена спит, вечером возвращается, она уже спит. И все праздники, ничего не можешь планировать. Затем он решил вернуться в профессию и стал работать на строительстве газопроводов инженером-механиком. Ну а сейчас он работает судебным приставом. Желание помогать людям в тяжелой жизненной ситуации, умение прочувствовать чужую боль как свою – качества, которые очень важны в такой работе. Человек, он очень многогранный. Человек с высоким интеллектом. Он очень много читает. Очень любит познавательную литературу. Он меня с тех пор, как я заболела, у меня болит нога, у меня хозяйством занимается только муж. Наиля, супруга Рустама Ильича, рассказала нам, что окружена любовью и заботой. И для нее это не просто слова, это сама жизнь. Если между людьми есть вот этот стержень, который называется любовью, он и сохраняет, и укрепляет вообще всю жизнь, и бытовую, и общественную, и личную наши с ним отношения. То есть обязательно должны присутствовать чувства. Пусть это будет не та любовь, которая вот пылкая, яркая, там такая. Пусть это будет спокойная любовь, но это чувство в семье, оно обязательно должно присутствовать. Без этого семья просто не будет существовать. Рустам рассказал нам, что Наиля не только хорошая хозяйка и вкусно готовит, но еще она мудрая жена. Она умная, волевая. Это у нее силы воли, у нее хватит. У мужчин нету. Так вот, как у нее вот. Все это. И было в жизни всякие моменты, были и трудные, и тяжелые моменты, но ко всему относятся вот рядом с ней, вот, на самом деле,
переживать вот это все легче. Не в отчаяние не впадает, а как решаем все это. Есть в жизни нашего героя еще две любимые женщины – дочь и внучка. В его сердце каждая занимает особое место. Любая женщина должна в нужный момент идти на компромиссы или хотя бы промолчать. В молодости, кажется, одной любви на двоих хватит. Нет, любовь должна быть взаимной. Чувство, во всяком случае. Пусть это будет уважение при трансформации. У кого-то это остается просто спокойная такая привязанность. Но для этого должны работать, конечно, оба. Счастлив тот, кто умеет дорожить тем, что имеет. Наш герой тому подтверждение. Будьте счастливы. Вот мы сегодня уже поговорили про завтрак, да, про еду с утра пораньше, про красоту. И еще один элемент забыли. Красоты? Да, красоты. Ну, это хорошая физическая форма. Зарядка, конечно же. Прямо сейчас и будем вас мотивировать. Укрепление мышц спины важно для формирования красивой осанки, здоровья позвоночника и изящности силуэта. Понадобятся гантели. Жим гантелей стоя. Поставьте ноги на ширине плеч. Возьмите гантели и поднимите их в верхней точке над головой. Гантели почти соприкасаются друг с другом. Медленно, на 2 счета, на вдохе, опустите гантели вниз к плечам до угла 90 градусов. На выдохе поднимите гантели вверх в исходное положение. При этом локти должны быть направлены четко в сторону. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений. Разведение рук с гантелями в стороны. Встаньте прямо, слегка согните ноги и немного наклонитесь корпусом вперед. Руки немного согните в локтях и направьте в стороны. На выдохе разведите гантели в стороны, не меняя угол в локтях. На вдохе опустите руки в исходное положение. Корпус зафиксируйте, не раскачивайтесь. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений. Тяга гантелей в наклоне. Ноги слегка согните в коленях. Затем наклонитесь вперед, подняв голову и удерживая спину прямо. Держите гантели на вытянутых руках. Одновременно необходимо поднять гантели как можно выше, согнув руки в локтях и удерживая туловище в неподвижном положении. Гантели поднимайте по бокам, а не к груди. Локти тяните вверх. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений. Гиперэкстензия на полу. Исходное положение. Лежа на животе, руки за головой, локти разведены в стороны. На выдохе поднимите верхнюю часть корпуса, прогибая спину. Ноги при этом старайтесь не отрывать от пола. На вдохе опуститесь вниз. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений. Будьте в форме. Хорошо. Хорошее начало утра, да? И такого же хорошего продолжения дня нужно ожидать. Да, тем более, что сегодня у нас день насыщенный. И прямо сейчас вашему вниманию афиша событий. Да, тем, кто не знает, чем заняться на досуге. Гала-концерт лауреатов и гостей Международного фестиваля хоровой музыки имени Смоленского начнется сегодня в 6:30 вечера. В концерте примут участие хор студентов Казанской консерватории, хоровая капелла КФУ, метрополический хор Казанского Богородицкого мужского монастыря и другие вокально-хоровые коллективы из Казани, Петербурга и Тольятти. Нашли волки, гордые братья, блестят глаза пар в злой темноте. 3 вечера сегодня, в среду и в четверг. Казанская группа «40 градусов» выступает на сцене одного из популярных клубов города.
Сами музыканты называют себя динозаврами казанской рок-сцены. И, как и положено настоящим рокерам, каждый концерт они отыгрывают честно, на пределе своих музыкальных и эмоциональных возможностей, буквально электризуя все вокруг. «Вишневый сад» в постановке Александра Славутского – интерпретация знаменитой пьесы Антона Чехова, которая позволяет каждому почувствовать себя участником происходящего на сцене действа. Зрители, ровными рядами сидящие практически на сцене, являются собой символ того сада, который и есть главное действующее лицо пьесы. Декорации ажурны и подвижны, что создает ощущение хрупкой, ускользающей красоты. Спектакль не привязан ко времени, яркие наряды артистов, музыка конца 20 века – все это говорит о том, что человеческая суть не изменилась, а прекрасные и хрупкие творения и сейчас становятся жертвами экономической целесообразности. Продолжение астропрогноза в завершении нашей программы. Весы, сегодня у вас день, не отмеченный никакими особыми проблемами и достижениями. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Позаботьтесь о себе. Скорпионы, первая половина суток чревата просчетами или обманами. Ваша излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые проблемы. Во второй половине дня страсти улягутся, придет душевный покой. Но все-таки доверяй, но проверяй. Стрельцы. Активный день, благоприятный для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, родными, коллегами принесет положительные эмоции, чего вам искренне желаем. Козероги, жизненный потенциал очень высок, поэтому удача будет вам во всем сопутствовать. Благоприятное планирование важного дела, подведение итогов и размышления о будущем. Вот такой вот важный день, знаковый. Водолеи. Хороший день для недалеких путешествий и отдыха на природе. Вероятен выгодный и удачный шопинг. Сегодня не будьте жадными, иначе вероятная прибыль окажется незначительной. Да, сегодня нужно подружиться с каким-нибудь водолеем, сходить с ним на шопинг, и он не будет жадным. Весь день впереди. Рыбы, ваша интуиция и трезвый расчет позволят точно распознать ситуацию и выработать тактику поведения. Благоприятные крупные покупки и даже сделки по приобретению недвижимости. Приятное известие может изменить ваши планы на ближайшее будущее. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. И вот что вас ждет завтра. Лучший друг и надежный попутчик. Как воспитываются и работают собаки-поводыри. Приятного аппетита! Готовим картофельные блины с фаршем. В стиле полезные и простые способы ухода за собой. Вот, кстати, в рамках гороскопа мы многим знакам насоветовали пойти сегодня гулять, на природу поехать. Да? Но для этого нужно знать, какая будет погода. Да, а вот здесь загвоздка небольшая. Сегодня днем в Казани температура около 9 градусов, облачно, временами возможны небольшие дожди в течение всего дня. Поэтому, не знаю. Да, и усиление ветра до 18 метров в секунду. Если вы выезжаете на природу, вдруг соберетесь, то там... Крепче держитесь друг за друга. Крепче держитесь друг за друга, да, и утепляйтесь. Какую-то еще подробную информацию про нас вы можете найти ВКонтакте. Наша группа «Утренняя программа». Здравствуйте, добро пожаловать. Ну и пересмотреть какие-то интересные сюжеты, интервью вы можете на сайте tnv.ru, и в YouTube нас тоже можно найти. Люди, мы все 21 века, поэтому разберетесь. Утренняя программа «Здравствуйте». Этот день вместе с вами начинали Светлана Звонарева, Влад Портнов. И завтра в это же время в 8:10 на ТНВ, как обычно, увидимся снова, расскажем вам много всего интересного и полезного. Ну а сегодня желаем вам хорошего, удачного дня. Пока-пока. Пока. Черное озеро. По будням в 21:00.